Проблема нового коронавируса – это уже проблема не только Китая. Число стран, где зафиксировано заражение или хотя бы есть подозрение, растет с каждым днем. Вся Юго-Восточная Азия, от Сингапура до Японии. Туристический Таиланд, Вьетнам, далее Филиппины, Австралия. Еще в начале недели вирус пересек океан и попал в США. Те страны, которые не в красной зоне, делают все, чтобы в ней не оказаться. И Россия не исключение. На границе максимальное внимание к здоровью прибывающих. Тепловизоры, лазерные термометры, экспресс-тесты. В том, что учитывают каждый чих, убедился наш корреспондент Геннадий Картелев. Международный аэропорт Владивостока. Сюда каждую неделю прибывает 20 лайнеров с пассажирами из Поднебесной. Направления самые разные. Вот, к примеру, мы видим на электронном табло, что в самое ближайшее время должен приземлиться самолет из Харбина, а до него был рейс из Пекина. Встречаем пассажиров на выходе из зоны прилета. Некоторые в защитных масках, кто-то их уже снял. В принципе, люди не паникуют, все уехали на каникулы к себе в свои города. Единственное, что они все в масках, это да, в аэропорту все в масках, температуру у нас проверяли. И в самолете нас также проверяли температуру. Маски надевали только в аэропорту Пекина. Там огромное количество людей. Честно говоря, больше опасения было за ребенка, чем за себя. Чтобы не дать коронавирусу проникнуть в Россию, в аэропортах организовали так называемый санитарный кордон. На Дальнем Востоке контроль особый, до границы рукой подать. Сотрудники Роспотребнадзора осматривают пассажиров перед выходом из самолета. Специальным датчиком определяют, есть ли у кого-то повышенная температура. А после вторая проверка во время прохождения паспортного контроля на российской границе. Такие же меры предпринимают и на автомобильных пунктах пропуска на границе Приморья с Китаем. Правда, сегодня погранпереходы закрыты. В ближайшие дни работать они не будут. Это связано не с распространением заболевания, а национальным праздником в Поднебесной – Новым годом по восточному календарю. Роспотребнадзор информирует, что в Китае зарегистрированы случаи неизвестного заболевания, вызывающего пневмонию с тяжелым течением. Соблюдайте, пожалуйста, меры предосторожности. В Благовещенске, где до китайского города Хэйхэ по реке Амур всего около 500 метров, на пунктах пропуска тоже усиленный санитарный контроль. Специалисты Роспотребнадзора и полицейские работают в масках, а пассажиры рекомендации зачастую игнорируют. Чего бояться? Я не боюсь. Вроде говорят, он еще там на западе до нас не дошел, не знаю. На самом же деле коронавирус уже рядом. Накануне от него погиб житель провинции Хэйлунцзян, который граничит сразу с несколькими дальневосточными регионами. В связи с угрозой в турфирмах россиянам, уже купившим путевку в Китай, предлагают бесплатно перенести туры. На российской границе проверяют сейчас не только пассажиров, тщательно досматривают грузы и ручную кладь. В международных почтовых отделениях, где принимают посылки из Китая, специалисты используют средства защиты. Если упаковщик в китайской фирме оказался болен, пусть даже на ранней стадии заболевания, чувствует легкое недомогание, но при этом продолжает работать, нельзя гарантировать, что вирус не попал на хотя бы там упаковочную тару. В этом смысле, конечно, теоретически, я подчеркиваю, теоретически, это не повод для паники, теоретически возможна передача вируса контактным путем, скажем, с помощью посылок. Между тем, в Приморье медицинские работники предлагают людям сделать бесплатную прививку от пневмококковой инфекции. Это не защита от коронавируса, но прививка поможет легче справиться с последствиями. Основное внимание к детям и пожилым людям. Вакцину уже получили более 200 человек. Тем временем в Хабаровск доставили тесты, способные быстро определить, есть ли коронавирус у человека. В зависимости от того, насколько все мы с вами профессионально, грамотно сработаем, тем нам всем будет лучше. И границу не закроем, и обмен будет осуществляться, и рисков не будет, и экономического ущерба. В Приморье по распоряжению местных властей начинают проверять предприятия, где работают граждане Китая. Санитарно-карантинный контроль планируют усилить после завершения празднования китайского Нового года. К примеру, в Дальневосточный федеральный университет к началу февраля вернутся 1500 китайских студентов. Вуз пока никаких специальных мер не принимает. Вся надежда на санитарный контроль на границе. Геннадий Картелев, Ян Савицкий, Юлия Ходорова. Первый канал. Дальневосточное бюро.